В январские дни военного 1942 года в Удмуртии началось строительство железной дороги Ижевск-Болезино, ставшее одним из значительных событий в истории республики 20 века. Для того, чтобы построить такую большую магистраль протяженностью 146 километров, были мобилизованы тысячи колхозников. Это были и женщины, старики, и дети, и подростки из нескольких районов Удмуртской республики, УАССР. Дорога сооружалась в условиях, приближенных к фронтовым. Народу было видимо-невидимо со всех деревень нашего района и из других районов. Землю на подъем насыпи возили на лошадях, запряженных в двухколесные тачки. Работали старики и подростки. Есть досыта не приходилось, но работали с большим энтузиазмом. Отовсюду были слышны песни, пляска, играла гармонь, а кто-то и плакал, видя проходившие санитарные поезда с ранеными и с военным грузом. В строительстве принимали участие 29 районов Удмуртии. Максимальный выход рабочих был организован в июне-июле 1942 года, когда на трассе ежедневно трудилось 24 тысячи пеших и 7,5 тысяч конных колхозников. Труднейшим местом строительства стал Кикаранский перевал. На отдельных участках глубина выемок достигала 22 метров. Я окончила 5 классов весной 1942 года. Бригадир колхоза пришел и сказал: пойдешь на стройку железной дороги Болезино-Ижевск. Шли мы 2 суток в лаптях. Лапти исхудались. Стирать, мыть, штопать, лапти плести. Все надо было самой, и причем после работы. А на работе придет утром мастер участка, отмеряет колхозу, сколько надо за день навозить земли для насыпи на железную дорогу. Если это сделаешь, то получишь справку, что действительно работало. Лошади погибали на ходу от голода и от тяжелой работы. Каждое утро мы из болот вытаскивали лошадей, а осенью меня отправили домой. Мне надо было идти в школу, в 6 класс. Отдельные участки земляного полотна получили наименование работавших на них районов. Так появились Кулигинская, Шарканская, Болезинская выемки. Эти участки трассы районы целиком заканчивали сами. Укладка пути производилась одновременно с севера и юга. На строительстве железной дороги погибали участники от недоедания, от болезней, как раз подхваченных в тяжелых холодных условиях строительства. Многие не выдерживали, например, такого тяжелого труда и могли сбежать. Например, неокрепшие дети, но их тоже могли вернуть на участие в строительстве. Весь заработок за июнь-июль 1942 года за период максимальной мобилизации колхозники перечислили на строительство танковой колонны имени Удмуртской республики. Было собрано более 2 миллионов рублей. У очень многих жителей Удмуртской республики в семье есть такой жизненный этап, как строительство железной дороги Ижевск-Болезино. И в нашей семье это тоже было. Мой дед Егор Корнилович Загребин, уроженец деревни Кутаншур современного Икшурбодинского района, был одним из строителей этой железной дороги. Я очень любил разговаривать с бабушкой своей жены. Ей было немногим более 20 с небольшим лет, когда она стала главой города Можги. И я ее как-то спросил, когда ей было уже глубоко за 80: «Анна Федоровна, а самое тяжелое переживание в годы войны в чем состояло?» Она сказала: «Самое тяжелое, у меня даже сейчас мурашки по коже, когда девчонки 13-14 лет возвращались на несколько дней помыться и поесть с этой стройки. Они возвращались через всю Удмуртию. И вот когда она это рассказывала, тогда становилось жутко. Когда, по сути дела, дети и старики построили эту железную дорогу. Когда об этом думаешь, понимаешь, что это и называется подвиг народа. Только в 1943-1944 годах по линии было перевезено более 1 600 000 тонн различных грузов, главными из которых явились спецдревесина для авиазаводов, рудостойка для Донбасса и топливо для оборонных предприятий. А 9 февраля 1945 года правительственная комиссия подписала акт о приемке железнодорожной линии Ижевск-Болезино в постоянную эксплуатацию. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.